Друзья, всем привет! Вы смотрите Найздай подкаст. Нас не было, к сожалению, в прошлый понедельник. Были на то причины. Был турнир Найза. Мы с Эдуардом Базровым, который сегодня у нас в студии, его представим чуть позже, были в Абу-Даби на турнире UFC. Поэтому возвращаемся к вам. Возможно, зацепим и предыдущую неделю, и эту неделю. Новостей накопилось много, турниров было много. Еще и грядущих турниров еще больше, потому что уже мы можем анонсировать турнир Найза, который пройдет в Алматы уже 24 августа, правильно? 3. 23 августа. Так что новостей много, состав у нас интересный, сейчас я вам про него расскажу. Нурбек Рыбала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Эдуард Базров, главный тренер команды Дартим. Ассаламу алейкум. Жандарбек Кисимов, матчмейкер Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Меня зовут Михаил. И на этой приятной ноте вы напишите в комментариях, как должен называться наш сегодняшний состав, потому что у меня действительно уже знания о драгоценных камнях закончились. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментарии. Мы начнем. Свинцовый. Свинцовый, не очень хорошая история. Почему? Потому что свинец. Он не очень хорошо на здоровье влияет. Твердый зато. Зато радиацию не пропускает, кстати. Он сам же чуть радиоактивный, не? Плюмбум. Вы серьезно хотите, чтобы был у нас свинцовый подкаст? Может, серебряный? Платиновый был, бриллиантовый был. Золотой. Золотой. Был тоже, мне кажется, золотой. Ну ладно, напишите в комментариях, какой вам нравится больше состав. Мы обязательно прочитаем этот комментарий, его оценим лайком и возьмем себе на вооружение. Давайте начнем действительно с прошлой недели, позапрошлой недели, получается. Да. Эдуард Базров дебютировал в качестве углового на UFC. Да, раз это не раз. Почему дебютировал? Первый раз, что ли? В качестве углового на UFC, В UFC, да. Да. Ты же в Америку не ездил. Все, В Америку трудно попасть нынче. Вот, и хочется послушать твои ощущения. Ну, конечно же, я был уже натренирован, готов. Нурбек Харабала меня подготовил каждый месяц. Может, даже в месяц 2 раза проводились турниры Найза. Я там набрал очень сильный, серьезный опыт и был готов уже. На самом деле, турниры Найза меня очень сильно натренировали, закалили, как говорится, дали очень-очень большой опыт. И дают большой опыт. И мне это очень-очень пригодилось. За это я хотел отдельное спасибо сказать, конечно, Рахмет Нурбеку, который дает возможность нам, нашим ребятам, проводить каждый месяц по 2, по 3 человека у нас выступают в нашей лиге. Поэтому это очень мне помогло. И дебют мне удался уверенно, без нервов. И, в принципе, я все знал, как, что, откуда, куда, как к октагону выходить, как правильно себя вести, поэтому... Уже с закрытыми глазами выходить. Конечно же, были какие-то нюансы, там, конечно же, каждая лига отличается, но мы с Жандарбеком сейчас разговаривали, прям, чтобы какого-то кардинального там превосходства там лиги над нашей лигой, прям такого прям не было, прям, чтобы сказать, да, в организационном плане были какие-то моменты, да, там питание привозят, там экипировку выдают, такие всякие моменты, а так, в принципе, я понял, что наша лига, она тоже на хорошем уровне, Найза, и по качеству боев тоже, это уже последнее время видно. Но очень хороший большой опыт в UFC, я рад, что опыт получился положительным, мы забрали победу. Победа, которая нам была нужна, Миша, как ты говорил, надо было закрывать поражение, поэтому подготовка была тоже хорошая у нас. Мы прошли на этот раз полных 3 лагеря. Это была Осетия, первый сбор, второй это Бутаковка здесь у нас был на базе, третьим уже подводящий 21 сбор сделали в том месте, где мы выступали. Были какие-то нюансы, конечно, но самая главная победа в 3-раундовом противостоянии. Все 3 судей единогласно дали победу нам, я думаю, это хорошо. И будем дальше готовиться, продолжать. Для меня это был хороший опыт, теперь я знаком с UFC. И буду надеяться, что у меня получится дальше прогрессировать. И у нас вместе получится, чтобы больше бойцов из Казахстана представляли свою страну в этой организации. А вы, кстати же, не в Абу-Даби, а в Дубае, да, по-моему, тренировались? Мы выбрали Дубай, так как в Дубае у нас были лучшие условия. У нас там были друзья, которые имеют свой зал. Да, особенную благодарность хотелось бы сказать. Там есть Ернар один, наш брат, который нам предоставил возможность. Там Дагестан Файтерс есть зал такой. И мы там тренировались. Все условия, которые нам должны были помочь в выигрыше, они нам предоставили. И молодцы ребята. И, то есть у нас и квартира была рядом с залом, и инфраструктура позволяла, и бегали кроссы там по набережной нормально было. И
Очень удобно было добираться до места питания, до зала, до квартиры. То есть, получается, с квартиры до зала занимал 7-8, ну, 10 минут максимум Пешком, дорога. да? Не, мы на машине ездили. Там пешком Поэтому ходить Тогда вообще, мне тогда кажется, не не близко. вариант. Не, ну, на самом деле, Дубай и Абу-Даби, там между ними 1,5 часа всего 100 лишь. километров в час. 100 Ну, я километров к тому, в час, что да. пешком именно по улице ходить вообще. жара, Да, да. да. Ну, я ходил, ну, как бы этот... Ну, Там такая 7 минут на ситуация, машине, да. это где-то пешком 30-40 минут. Там еще, знаешь, этих тротуаров как бы нет, как таковых, Да. чтобы даже не предназначены для людей пешеходов. Вплавь надо, вплавь. Ну, вот только так, Который- если да. Освежиться. Мы вот тоже Говорят, акулы появились. от гостиницы, где я жил, снимал, до гостиницы Бойцов, где вот Эдуард тоже жил, с Алмабаевым. Там мне идти пешком было 10 минут. Мгм. Но, короче, только вот я пару раз прошел пешком, выходишь из своей гостиницы и до туда доходишь и Ну, ты полностью... слабый, понятно. Да. Нет, ладно, слабый. Полностью мокрым Да, доходишь. шучу. Не, то, что слабость... Мокрый? это полностью. То есть Влажность, ты, да? ну да, там ты становишься мокрым, не знаю, через 20 секунд после выхода на улицу. Знаешь, что мне интересно, хотел спросить у Эдуарда. Вот первый раз, наверное, в таком составе вы поехали. Фаниль, Рафик, ну, звезды, как говорится, Дартима. Ну и не только. Шавкат приехал. что ли? Шавхат Рахмонов, Казбек Саган. Кто еще был? Даже, Фаниль был. Ну, Фаниль посчитал троих. даже Ванда был. Ванда. Ван ну, Дам был. Восходящая звезда, да. Еще кто из команды был? Все, и Ораз был, ну, Альдибаев, понятно, тренер тренер, Павла ты, поддержал. там, да, у Там вас где-то практически человек наш 7. состав, Да. да, который старшие все были. Человек 7-8 поехали, и я вот всегда обращаю внимание, когда боец один приезжает, а когда там с командой какая-то поддержка, ну, а-ля, скажем, да, там, как Хабиб это делает, да, как правило, там, Шамиль Зауров, Ислам Махачев, Умар, там, ну, все как бы приезжают, и вообще, ты ощутил какое-то преимущество этого, когда толпой приезжаешь, как-то там, не знаю, тем более медийный, Шавхат, да, там, на уровень UFC, там, есть какое-то преимущество от этого для АСУ? Очень большое преимущество Поддержка? в психологическом плане, то, что ты с командой приехал, и то, что тебе не надо думать, там, ты не один, ты на весогонке с командой, у тебя сзади такие бойцы элитные, мировые звезды, как Шавкат, там есть пацаны, которые тоже себя очень сильно зарекомендовали, это Фаниль, это Казбек, это твои тренера там рядом с тобой. Ну и на тебя обращает внимание команда соперника и понимаешь, что вы там толпой ходите, там сидите, там чай пьете на пресс-конференции вместе, там вместе. Это тоже вот эта сплоченность, единство, оно дает очень большой плюс. И мне как тренеру было намного спокойнее, когда пацаны были рядом тоже, потому что это бойцы ММА, они всю жизнь в этом спорте, потому что мы уже много лет вместе, и поддержка очень сильно она сказывалась. Мы всегда все решения, которые принимаем, мы вот со старшими садимся, там Шавкат, Асу, Казбек и Фаниль, мы вместе вот свое видение говорим, какое у тебя видение. И вот мы решили, чтобы в углу были я с Уразом, и чтобы Шавкат был, он очень такой мощный этот толчок дал нам, то, что он был в углу, и такая уверенность, когда с ним выходишь, уверенность, и во время боя тоже очень хорошие подсказки были, и во время подготовительного периода, когда приехали на весогонку уже Казбек и Фаниль, они очень много тоже помогали на весогонке, психологически, все равно свой человек, и уверенность очень большая, когда ты с командой, командная работа это совершенно другое, нежели ты в Америке с людьми, которых ты знаешь пару месяцев, и не можешь какие-то моменты сказать, они тебя не могут понять, они не знают, как ты гоняешь, как ты готовишься, какую ты диету держишь. Поэтому это очень большой плюс, то, что ты с командой бываешь. Асу прикольную тему еще сказал, что помимо того, что ему Шавкат помогал подсказками, он почувствовал, что у Шавката голод проснулся, когда он выходил его секундировать. Он говорит, что увидел прям, что Шавкату, ну, по кайфу возвращаться в UFC, и он хочет уже тоже драться. Именно вот это такой тоже. Для него был толчок, скажем так, для его карьеры. Да, конечно, Шавкат, вообще, когда он в этот приезжал, очень много людей к нему подходили. Я думал, в Алмате такой там ажиотаж, а там и в Абу-Даби, там арабы, все его знают, подходили. Столько людей подошло с перчатками подписать, что, ну, вообще. И к чему я говорю? К тому, что, да, он реально хочет вернуться, он реально почувствовал опять атмосферу, тоже все равно же, и все это там, ты видишь и болельщиков, и бой, и все, и в человеке по-любому просыпается инстинкт, как говорится, спортсмен хочет выступать. И очень большой плюс был, да, то, что он приехал, то, что поддержал нас, то, что он сам тоже побыл в этой атмосфере, в атмосфере в UFC.
И мы надеемся, что в скором времени он тоже вернется и будет радовать болельщиков. Мы все для этого делаем, тренируемся, готовимся и настроены завершить то, что начали. Кстати, тоже интересный момент по поводу не команды, а поддержки. Много ребят из Казахстана подлетело. Вот многие тоже ко мне подходили поздороваться. И говорят, что прям туры с Казахстана теперь возят в UFC, тебе там сразу предоставляют Да, да. гостиницу. Вот, и прям большая была группа казахстанских фанатов и болельщиков. Вот, так что Я тоже, считаю, если это кто-то хочет хорошая ездить, они говорили, возможность. причем, что не супер какие-то большие цены. По-моему, там что-то порядка 300 тысяч вот за поездку. Тенге? Это все вместе, да. Билеты, ну, перелет, гостиница и Прикольно. UFC. Без питания только. С билетами, да? Да, то есть вообще вот говорили такие цены, и я тут тоже подумал, блин, прям сам хотел. Как Хорошая раз сейчас турнир будет же еще в Абу-Даби, потом в Катаре В будет. Катаре будет, плюс сейчас будет в В Шанхае Абу-Даби тоже. когда? В октябре. Да, 22 скорее всего. Азат же Махсум будет там М. биться. С Рапоссой. С а- Рапоссой, да? А в В Катаре Катаре в ноябре. Рапосса ж фамилия его. Да, Рапос, Майк Рапос. Мгм. Да, сейчас будет. И в Шанхае тоже будет Нургажай. Диар же будет там, Да. да. Они же готовились у нас там на Мгм. Будаковке тоже. Понравилось им, вроде сказали. Нормально подготовились там. Горный сбор прошли. Давай. Обед. Давай сразу раз говорим про UFC, чтобы закончить тему, закольцевать. Я, честно сказать, удивлен был, но была критика, я не знаю, ты видел или нет в интернете. Говорят, ой, Асу, типа, снова только борются. Что ответишь, Хейт? Да, я вообще не читаю никогда вот эти комментарии, честно. Даже там, когда вот и видео там у тебя бывает в ютубе, я смотрю, комментарии не В целом захожу. Но этот раз правильное решение. на этот раз я зашел, и мне было чуть-чуть не по себе, если честно. Я всякое видел, да, но там то, что пишут люди, там, то, что там в разные моменты Асу не набирает, Асу то же самое делает, там одно и то же про меня там пишут что-то. Но знаете что, с другой стороны, вот такой тренер, вот Нурбек знает этого тренера, он Майрбек Юсупов. Он у меня в сборной России был тренером, очень стильный тренер, очень хороший специалист. И он мне всегда говорил, я такие моменты видел, он говорит, это вода на нашу мельницу. Но эта вода должна литься, потому что, чтобы мельница работала. Но мы не знаем, кто это пишет, мы не знаем, кто они, откуда они. Они могут просто иметь какие-то психологические проблемы. Там кто-то может с женой поругаться, кого-то жена не пускает на улицу, понимаете. И они могут писать там, они такие люди, которым, надо писать. Потому что из моего окружения люди, которые со мной каждый день находятся, с которыми я общаюсь, у них нету такого, к примеру, чтобы они писали комментарии какие-то. Я очень много людей знаю, со всеми дружу, общаюсь, но максимум то, что они могут написать там, свое мнение какое-нибудь, да, писать там тренер 0, да, Артим такой, Асу ничего не набирает, Асу не прогрессирует. Это может написать только психически ненормальный человек, потому что для меня самая главная победа, я всегда это говорю и говорил. Какой ваш любимый счет? Задали вопрос Жозе Мауриньо. Он сказал 1-0. То же самое и я. Пусть руку поднимет, разделим суть. На 1% он выиграет. Там кому-то покажется, что он проиграл. Мне разницы нету. Подняли руку моему спортсмену, задушит он или нокаутирует. Мне никакой разницы. Пусть это для себя каждый учтет. И я не мог ставить план на бой, чтобы он рубился. Зачем мне ставить план такой, который мне неудобен? Я ставлю план такой, который мне удобен. Мы изучили соперника, и у него 2 боя только в файт-пассе. Посмотрели его 2 боя, там какие-то нарезки у него в ютубе тоже были. Человек, он человек, у него лево очень сильное, он рубится, он может нокаутировать, у него тяжелые руки. Мы из крайнего боя сделали очень много. Взяли. Потому что мы попытались тоже в стойке себя показать. А когда человек уже получает удары в стойке, ему уже не до борьбы. Это же и доктора доказывают, и все, когда человек получает удар, у него не работают. Основные, которые у него козырь есть, они падают. Поэтому изначально какой у нас был план? Темп, двигаться на ногах, перед соперником не стоять, не застаиваться и бороться. Просто бороться. Бороться, если появится шанс, то закончить. Если нет, то просто контролировать ситуацию, добивать. А по ходу боя получается и удар может получиться. Где-то ты борьбу показываешь там, закинул там ногу, руку,
И тоже это делать тоже надо осторожно, потому что у каждого человека есть свой стиль. У нас стиль борьба, грэпплинг. Но мы не можем переделать себя. Мы не можем вернуться в 15-14 лет, чтобы поставить сейчас ударную технику. Мы пользуемся тем, что у нас есть, и улучшаем это. Но, конечно же, мы работаем над ударной техникой. Понимаете, у человека есть свой стиль, и я не собираюсь этот стиль ему переделывать или что-то новое ему там объяснять. Да, есть моменты новые. Ну, в основном идет работа, которую он делает. Плюс, вот вы видели его бой, когда он, вот, бразильца перед боем, когда мы потерпели поражение, он тоже ударил, тот на жопу, присел же тоже, по ситуации, видите, он пошел и получилось. Возможно, в будущем, в боях, где будут борцы тоже у нас, можем и там, и ударную технику тоже показывать какую-то. А выходить и рубиться с базовым ударником, мы этого делать не будем. Задача была победить. Конечно. Они победили нормально. Да. Да, мне кажется, просто, ну, ты чуть жестко говоришь, что, типа, там, люди психически с проблемами. Ну, Но как очень это много просто, объяснить? знаешь, мне кажется, людей, которые обыватели, ну, они чуть не понимают в единоборствах, просто как бы следят, как за каким-то, условно, вечерним телешоу, и для них нету, да, действительно понимания, что там боец действительно делал какие-то всю жизнь объемы работы большие, и там представить то, что ты там завтра научишь Асу Алмабаева там вертушки крутить, но это нереально уже там в 30 там, плюс лет для бойца ММА. Но, Ну, я почему говорю интересно. психологически? Я же просто так тоже не говорю, это не сгоряча сказано. Но если ты не разбираешь, зачем ты пишешь тогда? Это Это же интернет. тоже проблема с головой. Человек себе внушил, что он что-то знает, а на самом деле он ничего не знает. Но он сам себя обманывает и остальных обманывает. Значит, с головой проблемы. Ну, психических проблем может быть много. Я же не говорю, что у него белая горячка. Просто какое-то отклонение есть. Он думает, что он разбирается в боях. А на самом деле я даже не разбираюсь в боях. Никто из нас, сидящих здесь, не может сказать с уверенностью 100%, что человек выйдет и он выиграет. Получается, тот другой соперник выигрывает. Там ударник выигрывает борца, борец выигрывает ударника. Поэтому рисковать человеком, рисковать его карьерой, это просто нецелесообразно, понимаете? И такая тактика была поставлена, тактика принесла нам результат. И я думаю, что дальше мы будем готовиться и продолжать тоже. Посмотрим, тактику менять тоже можно по ходу нашего прогрессирования в UFC. Но сейчас мы в десятке находимся, и пока что эта тактика срабатывает. Не на 100%, конечно, у нас есть поражение. Ну, есть 5 побед, 1 поражение. Это, я думаю, это очень хороший результат для нас Ну на и сегодняшний день. в добивочку, я тоже об этом с Алмабаевым говорил, когда мы после боя записывали интервью, вот, ну, с тобой тоже тогда общались. Мгм. Он хотел на Катар попасть, чтобы как раз больше там болельщиков с Казахстана могло приехать. А сейчас какие-то есть подвижки по этому поводу или пока просто тоже только желание вот попробовать в Катаре выступить? Ну вот то, что мне нравится вот в менеджерстве у АСУ, то, что после боя сразу предложили нам в Лас-Вегасе возглавить Мгм. турнир с Тайрой. Через неделю. Прям Через неделю, да. на замену выйти, да? Да. Да. Через Сразу неделю. же предложили. Ну, это Они неправильно, вот мне такие, кажется. да, ребята. Ну, конечно, мы же, ну, приятно Не, то, что... Хотя мы- приятно, что они находят бои, И да? хотя Да. матчмейкинг интересный, потому что Тайра же грэплер. В Да, целом там прям, да, мне да, кажется, да. для АСУ Да, интересная ну нам пара. с Тайрой тоже, нам с любым интересно будет. Там и с Ройвелом, А и с почему не Тайрой. согласились? Ну, через неделю ж, Вес не только успели бой. высказать, да? Не, и вес, ну, после Травмы же боя были тоже. чуть-чуть. Да, Там нет. нога это- Я, Это нецелесообразно я, было бы я- туда. я не с точки зрения там планирования, вообще в целом. Вообще в целом было бы отчаянно можно круто. было согласиться. Вообще да? в целом Я- было я бы про это и круто, говорю, да, да. круто для АСУ. то, Для что шума, да, для Нету шума. такого же, да, не Ну, бывает потом же проиграл такого. бы, сказали, зачем согласиться. Ну да, да. Но мне кажется, он именно стилистически прям удобный. Ну, Для АСУ? Да. Или Ну, АСУ для него? Нет, Тайра для АСУ. Да? Он именно грэплер. Он какой в рейтинге стоит? Он никакой не стоял, он же пришел из Лиги Корея же Rising. 10-0 А это же. А, Вот. он проиграл, да, за титул? Он проиграл за титул, первый бой ему дали Я сразу за помню титул. этот бой, я же был на этом Японец, бое. да? Да, с Японией. Мы же смотрели все вместе его тогда. Да. Это было как раз, когда Асу тоже драл. А, нет, не Асу, а Нет. Шавкат дрался. На одном турнире все было. Тайра же этому проиграл. Самый- как и самый Ройвелу. последний бой был, да, Да, кажется? Пан тоже. Да, по самому последнему. Нет, Да. Тайра Янгери. Ройвелу проиграл А? уже. Когда Янгери дрался? Нет, Пан тоже. Нет, Когда Янгери дрался? Блин, Тайра может быть, Ройвелу проиграл. я напутал. Не-не-нет, Спан тоже дрался. Сейчас, да, я посмотрю. Тайра? Да? Ройвел же он тоже дрался. Не-не-нет. Китаец. Японец. да. Японец дрался- Тайра проиграл Ройвелу, насколько я знаю. Я смотрел этот бой же. Хороший Ты бой так был. уверенно такой. говоришь? Не-не-не, что я Спан уже сам тоже испугался дрался, за брат. себя. Я помню этот бой, обсуждали, типа, как он
Кто Нет, Стройволом, правильно. Не, кто чемпионом был? Пантожа. У него единственное поражение у это японцев. Да, их два японца, второй японец, это тогда Асаку, Кай Асакура. Чемпион Райзен, Райзен. да. Еще обсуждали, типа, он ни разу бой не провел. Это вы перепутали. Да, был значит, бой, да. значит, сейчас другой, да? Да, Другой это тоже японец? хороший парень, он шел Тайр на очень 16-0. хороший. Тайр Да, очень проиграл хороший. Ройвелу. Мне нравится, как бы. Который за титул дрался. Он за титул, он с Ройвелом дрался. Его хотели, наверное, за титул. Да, его хотели за титул. Да, он и 16-0. Ройвел сильный бой выдал там. Мы Я не смотрели этот бой Я вместе. смотрел только бой на UFC, Асу Алмабаева. Но я думаю, справедливости ради надо проговорить про главные бои вечера. Это же, смотри, это главный бой вечера, предыдущий турнир. Я Сейчас, понял, но вы же не обсуждали его. да, мы Вы же просто, после мне UFC кажется, не встречались здесь? уйдем очень. Даже в после... дебри. Не, ну хотя бы про главный бой давай расскажем. Не, главный тогда не надо говорить, лучше поговорить. Потому что что, главный там кому? был Кто? Рейни де Ридер против Витакера, а я не думаю, что это кому-то прям интересно. будет сейчас Витакер. вспоминать. Не, ну Там почему? прикольно Витакер было. должен был драться с Чимаевым же, да, когда-то? Они или дрались, дрался? он ему челюсть сломал. Челюсть сломал. Да вот я после этого хочу понять, он восстановился? Да, хороший. Молодец. И бой. И хороший, выиграл, вообще говорят, хороший да? бой. Он, да. Он проиграл Деридеру. Там такой, да, равный бой был. Ну, проиграл. просто я не Хороший. смотрел из-за этого, только Асубу и посмотрели. Там в И целом даже- из интересного было то, что Шара Буллет очень Шара жесткий Буллет, бой. вот, Да, давай про да. Шара Ну, Буллет право- расскажи. право прямо нос сломали, Да. если не ошибаюсь. Нос Я сломал, но смотрел. Я прям выиграл, звук да? слышал от этого удара. Да, там Там. с у локтя, него нос по-моему, прямо такой. Не-не-не, прямой, да. Ну, Прямой, да. Короче, жестко. У да. Нос. него еще борода вся красная в этом, как называется, Как знаешь, в крови. какое-то, как будто аниме было. Глаза вот такие Да, да. белые, нос сломанный. Ну, нос, еще ну, дерется. молодец все равно. Я думал, проиграет, если честно. Я в сейчас третьем раунде записал такой. на выходных интервью с Махочи Сагитовым, я не знаю, вы знакомы или нет, не слышал о нем. Тренер? Нет, он вообще боец ICA был, но он параллельно на хирурга учился, когда выступал в ICA у него 4-0. И он в итоге выбрал карьеру хирурга, и он по Молодец. ринопластике, специалист по ринопластике. Чисто носы, короче, делает эти всякие. И он делает и красивые носы, и просто выпрямляет перегородки. После переломов. да? Да, и он как раз, оказывается, Шара, он рассказал, эксклюзивная такая информация, что Шара еще до боя, короче, нос, понятное дело, с такого удара бы он бы и в бою, без этого бы сломал нос, но оказывается, что он за несколько недель до боя еще сломал нос. И ему, короче, Махочи его выправлял, подделал чуть, и сейчас он говорит, тоже к нему, скорее всего, Шара обратится, когда приедет. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе, сондықтан күтеміз. Так что да, там жесткий прям перелом был, но...
Еще король кунг-фу нокаут сделал. Да, классно. да. В кстати. одной раздевалке, кстати, были Да? с Муслимом Муслим Салиховым, да. Салихов. О, я это. Да. Жандарбек с ним на одном турнире выступал. Да. И это хотя я его не знал, когда в Китае был. Мне сказали, Он что это в вот такой хорошей легенда. форме, в Ты такой тоже по возраст. кунг-фу дрался? Нет, по турниру K1, и он прилетел как Можешь гость. продемонстрировать что-нибудь из кунг-фу? Прикольно. Шучу. Нет, я прилетел на турнир, чтобы участвовать, и у меня тогда был соперник Ли Чин Чин. В то время он выступал в Глори. Правильно говорю? Глори, да? Горький бокс. И- Глора. Глори? Глора, Глори, Глора. Глори? Лора. Глори, да. И вот тогда я познакомился с ними, хотя я их не знал. Потом мне объяснили, то, что это легенда кунг-фу. И так и получилось. Познакомились, сфоткались. Прикольно было. И их боец тоже участвовал. Давай плавно. Все хотят задать вопрос за майку или только я? За майку? Задавай. Да не, я уже знаю ответ. Не, история в майке, она такова, то, что я сегодня утром тренировался по кроссфиту и забыл вторую футболку. И пришел сюда в кофте. На второй жуман был. Ну, этому парню тоже будет Кофте, неприятно, то, что кофте ты... был? Нет, я пришел в зал, точнее в офис, сказал, можно, пожалуйста, футболку взять? И мне А, то, что осталось из запаса, да? Да, да, мне сказали, а говорит, форму возьми, там есть лишняя. Да Всё, ну, правильно, возьму, чё, вот и всё, всё. история Всё была. нормально же, да. Кто напишет комментарий. Где это Тайшигит, кстати? Пропал. Ажигит на данный момент все еще тренируется в Дагестане, в В Махачкале. зале Хабиба он тренируется, да. Да, он мне говорил о том, то, что летом он должен получить визу в Америку и дальше планирует в Америке. Вот играть. это ожидание визы, елки, для многих бойцов это очень Кстати, плохо. есть прикольная история про это. Сейчас же Николай Киосов в Америку поехал. Да. И вот уже там 5-й месяц без боев сидит. И есть тоже боец один. Он из зала Килклифф, кстати. Алан Саламов. Нет, ну есть и Алан Саламов тоже. Но я хотел сказать про Абдулазиза Дацелаева. Я знаю, да, да. Он тоже видео записывает. Парень всегда, из да. Дагестана уже живет, по-моему, если не ошибаюсь, 3-й год в Америке. Мгм. И за это время, по-моему, 3 боя смог только себе сделать. При этом приходится работать постоянно. И суть в том, что сейчас Николай приехал, все отказываются, не хотят с Николаем драться в С Америке. Киоса? Американцы не хотят, типа, они говорят, зачем нам драться с сильным, типа, бойцом из России, если мы можем там между собой, типа, драться. Вот, ну, типа, им преференций никаких не будет за это. Вот. А риски очень большие. И с Дацелаевым то же самое. И в итоге они сейчас будут драться на турнире Fury FC между собой. Да. 2 бойца из России, которые Киоси? живут в Америке. Ну да, 2 бойца из России. Киоси с Дацлаевым. Дацелаевым. Просто А. да, смешно, что они поехали в Америку, чтобы драться с американцами, в итоге дерутся в американской лиге. Естественно, бойца. отбор. Ну, там вот Салам один Саламом останется. такая же история же. А Он там да поехал, со всеми и такая. ничего там. Уже с ЛФ сколько бойцов снялись у него? 3-4, я не Все У знаю. снимают. многих сейчас, кстати, Ща- такая история же, вот все хотят подраться в этом ЛФА, например, да, и тоже не могут получить нормальный бой в этом. Сейчас у Шайхаева вообще была история. Он, братья Шайхаева, близнецы, он получил бой, тоже, по-моему, либо в ЛФА, либо вот в Юрий, не помню, в одной из таких лиг, короче, американских, 2-го дивизиона. И ну, они взвесились уже, и в день боя этот американец говорит, не, я подумал, типа, мне 36 лет, зачем я буду с молодым проспектом драться? Он понял. У него там 15-1, да, у Шайхаева. Ну, что-то такое близкое. Он говорит, нафиг оно мне надо. И просто уехал домой. А другой Шайхаев же, это который в весе дерется, да? Нет, это типа есть 2 брата-близнеца Шайхаева, а этот их однофамилец. Все. Ой, Ну, это нравится Казахстане всегда. захейтили бы за То в это, весе да. мне Да, нравится в этот Америке боец всё. Так сильно. то же самое же было Хорошо. с Лысиковым. А этот Шайхаев там хороший, этот, который в Да, весе, очень хороший. хороший. Они все, и вот эти тоже очень хорошие. Они были тоже в топе, там 2 брата-близнеца. Они очень хорошие бойцы, и действительно просто американцы, мне кажется, взвешивают. Типа, зачем им избиение получать? Я думаю, там от менеджмента многое зависит Да, тоже. они как Что на дальше работу переходим на смотрят. 27 июля. 27 июля. Да, 26 июля UFC был. Что за турнир на Иза? Да, был? параллельно шел турнир на Изай. Кстати, Не успел параллельно, зацепить. через день. Ну да, ну, параллельно поездки. Я успел 3 боя зацепить с Каких? турнира. Ну, 3 последних боя посмотрел. А, посмотрел? Я посмотрел, получается, Неплохо. Альбу, Ага. потом посмотрел, ну, главный бой, получается, посмотрел. Там Кана. Да, Исраиль. прикольный канат был против Игенов. Игенова, Ислам Игенов. и Хороший бой за бой титул был. посмотрел тоже, Да. 66. Кабдрахманов против Балкана. Абдурахманов Да, и тоже в целом хороший 3 бой был. боя. Ну, Балкан. Альба бой не очень понравился, а вот главный прям крутые Я получились. эти бои последние прям возле, как называется, возле сетки сидел, потом что я всех бойцов уже все, отправился нормально, все чисто, я потом сидел, я каждую секунду помню просто этого боя. И то же самое UFC, много чего могу рассказать, если вы не смотрели. Давай, эти второй бои. раунд. Ты про какой UFC хочешь? Вторая Про минута, сегодняшний? Не, 48 который секунда. был, и Который сразу с половиной. следующий день. Мне Да, ты понравилось. лучше про Найзу расскажи. Ну.
Что именно вам рассказать? Ты вживую был? Да, в этот раз очень много проспектов Западного Казахстана участвовали. Найза 76. 75. Он точно был? 75, извините, пожалуйста. Он точно? Не, сегодня не выспался, извините, пожалуйста. Кто сегодня в сетке был? 75, да. И соның ішінде мені қатты таңғалдырған, вот слишком сильно прям удивил, это Кана был, потому что я думал на 7-7 против такого хорошего бойца, физически крепкого бойца, который даже вот у вас же тренировался, если Мигель. Он за нас выступал, он Да. в зале у нас не тренировался. Мы в тренировался? Таиланде вместе были Да. на сборах. Я думал, Кане нету шанса. А против менталка него. решает, мне кажется, вот, ну, в таких случаях. Он Нет, реально... я Кану в прошлом году, просто жалко, что он очень мало дерется, но Кана, я-то его с 13-го года знаю, А ты его тренировал, да? да, он у нас тренировался. Вот какой Кана тогда был, и сейчас Кана стал очень, как сказать, тактически сильным бойцом. Я, знаешь, это когда обратил внимание, в прошлом году я когда первый раз его уже за долгое время поединок увидел, не в кулачке, а именно в ММА, Шерзодом. Как он Разрушитель. накрывал, как он одеялил, как он сушил, как он преимущество в свою сторону брал. Мгм. И, знаешь, и как в стойке, так и в партере. Ну, просто, знаешь, про Шерзода можно было сказать, что это не ММАшник, он реально кулачник, а вот... Ну, хотя он Нет. же в этом много раз в Казахстане выступал, не, по вот, КМ, да, по ну, АМАФ. вот этот парень прямо этот, Не, ММАшник. просто тут суть даже не в том, что кто-то ММАшник, он именно весь бой сводил к тому, чтобы преимущество забрать. И тактическая подготовка прям грамотная была, но может быть даже не подготовка, а именно его IQ в бою, он меня удивил. И вот в этот раз с Игеном я вообще закрепился во мнении, там до этого поединка, я слышал, там было интервью, или его не вышло, или он где-то обсуждал с Миреем или с кем-то, с Расимом. Он говорил, что он, типа, я готов уже за титул подраться, я раньше у меня таких амбиций не было, но как бы сейчас я уже пришел к тому, что я хочу подраться за титул. И с Игеновым, когда бой начинался, я вот это видел, как он начал там заднюю скорость включать, ну, типа, якобы, да, там, уходить, уклоняться, но при этом ловил руками, там, хорошо попадал. И вот когда вот это в партере завязка началась, кровь пошла, я тогда уже понял, базара нет. Парень спрогрессировал в плане там IQ прибавил очень сильно. Именно... Мне тоже бой сильно понравился, если честно. Вот я перебью, да, извиняюсь, да, вот я вот по этому бою понял, что Найза уже показывает такой Тебе заплатили, хороший что ли, уровень. братан? Не заплатили. Мы просто вместе обсудили. Просто вот это турнир. все, да, вот это месиво, которое там было в одну сторону, в Знаешь, другую смс-ки тебе сторону. приходят. Я 4 боя Каспий. посмотрел. Тан. Я в этом, как его, в аэропорту смотрели, мы все А. вместе с Фанилем, все смотрели. 4 боя посмотрел, получается, Али посмотрел, Мейербека посмотрел, Игенова посмотрел и главный бой вечера посмотрел. Абдрахманова. Мне Да. интересно, вот стало, извините. Мне конечно. тоже сильно интересно этот бой был. Али Игенов просто Батрудинов. сделал элементарную ошибку Как в разбился. этом бою. Он бороться начал, прыгать в ноги. Кто? Этого делать нельзя было. Игенов. Этого делать А мне было кажется, нельзя. ментально просто, я говорю... Я его знаю, он ударник, и он хочет Не, он в перевести, конце я не уже, знаю. в конце, знаешь, когда было понятно, что он ошибается, он наверх же, он грамотно перешел, видел, ногу Да, перекинул, Да, перевел, да. наверх залез, и когда он начинал бить, Потом тут его... я понял, что он, нет, ты видел, как он перевел Да, обратно? да, Он же да, сам да. за шею взял, на Да, я себя весь потянул. бой смотрел, да. Мне кажется, он просто устал, он уже понял, что дальше уже не выгребет. Ну, как Ханат же тоже устал. Не только же он устал. Ну, Там уже, когда оба устают, уже там, вот это же чемпионская вот это и появляется, Характер, которая... Да. Да, Ну, нельзя называется, сказать, да. что у Евгенова нет характера, но при этом, при всем, ему надо еще... Хотя он не настолько молодой, как, допустим, ему 26 или У 27 него лет. просто 26, опыта профессионалов Не, намного он меньше. сильный парень, он не боится, он не этот, как Не, да, его, он данные у него, хороший, конечно, да, хорошие. данный хороший, и прет, он с Крупный любым еще такой. дерется. А просто знаете, что я хочу сказать, вот ко всем бойцам относится. Этот вид спорта и все виды спорта, это не так просто, как они думают. Там надо все делать. Пахать, И да. вовремя ложиться, и зарядку делать, и в обед тренировку делать, и вечером. Если ты этого не делаешь и при этом проигрываешь, то ты не можешь апеллировать никому, только к себе самому. Кушать, пресс При всех условиях, что ты соблюдаешь, это все. Никто тебе гарантию не даст, что ты выиграешь, станешь чемпионом любой лиги. Даже при этих условиях. А если ты это не делаешь, ночью ложишься, это приходишь туда-сюда. Я не про Егенова, просто я говорю, Про в общем, про всех бойцов, да.
90% уже такие, а потом хотят выиграть. А это так не получается же. Эдуард, Так не ваш бывает. комментарий, значит, Исхазиева Мирбека, тоже, который за вас выступал. Да, Мирбек сейчас у нас готовился. Он после крайнего своего боя, победы над дагестанским бойцом, он взял перерыв, потом час он перед боем приехал к нам. Чего не хватило Мирбеку? Не хватило моего внимания, потому что мы сейчас, я ему, когда он приезжал, я сказал, мы с АСУ готовимся сейчас, и мы не сможем полноценно подготовиться. Я честно сказал, как оно есть. И в бою были тактические ошибки тоже. Не надо с начала раунда ему было прыгать, бороться чересчур много, потому что первый раунд он должен все-таки быть как разминка, чтобы пустить пот, чтобы разогреть все большие мышцы. Когда ты все большие мышцы закисляешь, то второй, третий раунд уже они получатся или смазанными, или ты проиграешь. Поэтому, конечно же, он молодой парень, у него все еще впереди. Вообще очень хороший, очень перспективный парень. Но, опять-таки же, надо, перспектива это одно, но работать надо. И первый раунд забрал, второй, третий, вы сами видели. Не в такой Третий был второй, то есть. Кажется, третьего не было. Не, да, второй, да. во втором закончилось. Ну, он продолжит тренироваться, вернется, как говорится, еще сильнее. Просто у него есть куда расти, у него есть много моментов, которыми надо еще поработать. Мы поработаем вместе, и нормально все будет. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Перед тем, как начать обсуждать бой Нурбека Абдрахманова с Балганом, да, хотел обсудить два поединка, которые, ну, реально не обещали быть интересными, но при этом, при всем, выдали такую конкурентную и интересную борьбу. Первый бой кульцаринский парень против таджика. Да. И второй бой это Райс. Да? Это первая и вторая пара была. Да. Райс, кстати, понравился. Да. С кем он дрался? Против узбекского, точнее, из Каргалпастана бойца дрался. Да, ну, грэпплинг у Райса прям на уровне, да? Да. Хороший, молодец. Потому что все говорили о том, что Райс, вот Бигзат и Райс, они всегда между собой как друзья-соперники, да, конкурируют. Да, но Райс больше как-то на силу, на физику ставит, и типа, когда с ним бороться, очень трудно, говорят все наши друзья, которые... Райс, кстати, участник реалити-шоу. Да, он еще более такой агрессивный, когда смотришь на него, когда он дерется на спарринг, да. Я смотрю, он более агрессивный. И в этом бою он показал, как он разбил ему, рассечение сделал, это было жестко, конечно, мне жалко стало его соперника. Кульсор Маласан атырмы? Секунду. Я бы хотел посмотреть, я забыл его имя. Да. Ерген, его зовут Ерген. Ол в любителях что он сделал? Жылой ММА'да, мерген жылой ММА'да дайындалады. Жалпы рукопашник была. Рукопашник. Ну, неплохо он себя чувствовал. Да, молодой рукопашник. И вот такие имена, которые как бы ошибаюсь. в течение года можно там с 2-3 боями, грубо говоря, раскрутить. Тем более Хорошими против поединками. таджика, который имеет рекорд 2-0. Да, и таджик А сильный наши был. пацаны, которые дебютанты были против этого, кстати, таджикского бойца не выходили. Не соглашались? А? Не Не соглашались? соглашались. И когда Арай сказал о том, то, что вот, вы же тренеру Да. сказали о том, что вот хотите поставить, есть место. Они вышли сразу же в первом раунде, если не ошибаюсь, уход от Ну, вот прохода, рискнул. правой бокой, начал добивать сильно, прям очень красиво было. Так что Кульсары неге жазып қойыңыздар. Ерген деген бала, Ерген ғой да? Не, қателеспесем Ерген Ерген деген деген атын есімі. қаралшы дұрыстап. Ерген деген Ерген, иә, кульсарлық жауынгер болашақта жарқын жұлдыз болуы мүмкін. Сондықтан қадағалап, соны зерттеп, қарап, қолдап қойыңыздар. Инстаграмына жазылып. Ерген дайын болатын болса, Құдай қаласа біздер оны жаңағы қыркүйек айында немесе қазан айындарында Жылдың жарысқа соңына бір оралуына жекпе-жек. жұмыс жасаймыз. Мне кажется, мы забыли еще проговорить о том, что Канат бросил вызов Рамазану Гасанову. Да. И это, мне кажется, тоже интересная тема в связке с той новостью, что я увидел Рамазана Гасанова на афише Eagle FC. Да, ну, Хотелось твой комментарий какой-то послушать. Да, это буквально вот пройдет когда? 26-го. В августе. 20... Не 6 Или 16-го. 16-го, по-моему. Кажется, 23-го. В Каспийске же будет. Кажется, 23-го или 24-го. Короче, это точно день памяти Абдулмана Нурмагомедова. Да. Да, 23 Fight Nights и 23 FC, да. августа, скорее всего. Вообще, да, я думаю, что нужно драться, почему нет, попробовать себя. Как раз таки вот был же разговор такой, что конкурентного там соперника хотелось увидеть. И вот в отношении там Гасанова, сейчас вот посмотрим, как раз таки у себя дома.
с хорошим таким качественным бразильцем. Глянем, как это будет выглядеть. Но Кана, да, бросил вызов, но это же не произойдет там завтра, послезавтра. Я думаю, сейчас у нас еще один момент есть обсудить касаемо вот этого будущих поединков. Это Али Батрудинов Нодир Ахачоновым и Гасанов против Ханата Кульмагомедова. Там еще нарисовался поединок. Не нарисовался, а прям вызов начал кидать Сарлапов, который хочет за своего Егенова одноклубника отомстить Канату. Мы, я думаю, сейчас с командой подумаем и посмотрим. Но в целом сейчас вот в голове есть 3-4 истории с разных дивизионов. Первый это, давайте я предлагаю сейчас обсудить бой Нурбека Абдрахманова с Балгыном. Закончим и уже перейдем на перспективу. Да? Вообще, как поединок тебе? Прикольно. Ты смотрел? Качественный, да, бой был хороший. Я не ожидал, если честно, от этого. Я, если честно, знаешь, вот для меня такая картина была. Нурбек вышел, потом начал тонуть. Тонул. И прям задыхался. Ну, вообще не в буквальном смысле. Потом вдруг вынырнул. Но вот помнишь, мы еще до этого здесь обсуждали и Сулы обсуждали. Я всегда у Нурбека замечаю одну вещь. Этот парень, который дерется до конца при любых исходах. При любых исходах сломалось у него что-то, план сломался, дыхание 0. Как бы ему сложно не было. И ну, как это бы, чемпион же, и как отличает бы, его от остальных. Это до чемпионских поединков он всегда такой был. Вот я практически... в характере, я имею в Да, виду. я практически многие бои его помню. С Уланом, помнишь, какой был тоже? Улан Тангабаев. Вот до Улана Тангабаева он дрался на Fight Night с Нурбеком, с Канатом Кульмагомедовым. Поединок был. То же самое. Канат его роняет, он садится, там рубку, и он душит Ханата. Вот такой, да, волевой парень. С Эминовым, вспомните, да, переводит ноги, он там так скрывает, потом начал локтем бить, и все-таки... Многие шансы Миновым не давали даже Нурбеку. Да. Он похож на это, на Артура Гатти. Да, дерется, и знаешь, вот такой ущерб получает, столько ударов пропускает, где-то как будто бы падает уже, да, там спотыкается, но при этом, при всем до конца верит в свою победу. Наверное, отличие, да, вот таких чемпионов. Но в этом бою я заметил, что все-таки бой с Киоси на него очень сильно повлиял. И при каждом попадании, особенно в начальных там первых 2 раундах, он был готов упасть. Мне кажется, 3 попадания были такие жесткие, которые... Он был готов упасть, и это, наверное, не связано с тем, что реально там держалка слабая. Это на уровне психологии. Вот сейчас я упаду, и он падал и вставал. А потом, когда он уже понял, что как бы эти удары его не пробьют, потом в него уже попадали, он уже не падал, а шел уже вперед и как бы дрался хорошо. Прикольный бой, мне понравился. Я бы, кстати, тоже вот, ну, сейчас же смотрел, получается, просто с ребятами из гостиницы. Ну, в Абу-Даби, когда я был, тоже со спортивными функционерами. И не хватило, что в конце надо, чтобы записки проговаривали, как в UFC делают. Вот реально, просто, знаешь, в конце просто говорят, победил решением судьи. Интересно же, там, типа, первый судья отдал это. Это было бы прям интересно, особенно, типа, вот в боях, которые, ну, идут равными какими-то. Я согласен вот, с этим, да, вот... надо проговаривать. Я думаю, что в обязательной, здесь у нас вот организаторы сидят, в обязательной... Айка здесь? Прям драмы добавляет. Айки как бы на заметку именно в режиссуру, в продюсирование самого ивента это засунуть, и чтобы это обязательно, как, знаешь, как основа объявления выходило. По крайней мере, там, мейн-карде, да. Это, мне кажется, знаешь, и можно снять красивые волнения бойцов, там, типа, говорят, это. И вот прикольный момент, когда просто говорят, типа, победил он, и все. Мне кажется, больше этот будет потом. Больше вопросов. Нет, почему? У нас же была идея вообще в целом в цифру это перевести. То есть записки судей пишутся в цифре, то есть, ну, на планшетах, да, 3 или там 5 планшетах, и сводятся, как мы вытаскиваем статистику, которую для нас делают наши партнеры, ударов, да, ну, на нее тоже сильно как бы опираться, ссылаться да, нельзя. Иногда ошибочно. Да, иногда, ну, как бы, как сказать, не ошибочно, а иногда они свое мнение пишут прям и ярко, и которое не бьет там, допустим, судейским решением. И иной раз это, знаешь, больше будоражит аудиторию, которая как бы за того или иного болеет, но при этом, при всем, она иногда дает какое-то понимание. Допустим, ты видишь бой и там увидел там нокдаун от одного соперника, а ответ от его оппонента ты не заметил, да? И при этом, когда сводятся там выброшенные удары, попадания, вот единственное, мне не понравилось то, что они именно в переводах, в борьбе считают все попытки, а не действия, да?
попыткой А это, считают. ну, а ты знаешь технологию? Просто я как слышал, это не люди считают, это типа у Не, них у них программа. люди. А, у них У люди. них люди, Окей. да. У них люди, и я с ними, ну, уже там на протяжении 3 лет или 4 лет общаюсь же. И изначально, когда они свои услуги предлагали, они мне рассказали всю систему, что в онлайне смотрят около 5 человек, которые пишут, у них акцент не на качество, а на попадание. Мгм. Допустим, выброшено там 10 ударов, они фиксируют. И где-то акцентированно тоже фиксируют, но в целом они по действию считают. И, допустим, у них суммарная такая статистика. Ну, в принципе, они очень даже хорошо со своей работой справляются. Привет нашим партнерам с России. Компанию СП как-то назвал, забыл, извиняюсь. Если надо будет, напишем. Я думаю, плавно перейдем к предстоящим поединкам. Ну, в целом, Нурбека поздравляем. Тут вообще, если честно, ну, сейчас проговаривать не хочется именно по этому поединку, но я думаю, что в целом в будущем мы объявим по этому поводу. Теперь у нас Что объявим? по этому поединку, ну, возможно, там будем реванш, планировать типа? реванш. То есть для чего мы работаем? Мы же работаем для фанатов. И, допустим, миллионы людей в Китае захотели этот реванш. Ну, в реванше Нурбек будет уже намного лучше. Ну, надеюсь. Я Знаешь, уверен. даже вопрос не в этом, то, что он лучше не... Однозначно, я думаю, что лучше будет, что он уже там в середине поединка, там, после 4-го раунда выплыл, и как бы это уже понравилось, да, там, качество показал. После да, там. поражения так бывает же. Да. У нас же тоже такая ситуация Да, да. была. После поражения спортсмен, какой бы Сложно, ты ни да. был, да. Есть такая определенная подавленность. И Тем еще... более после таких поражений тоже. Если понятно, там ну, бывают такие разные поражения. На психологическом уровне тоже там трудно бывает. Поэтому Нурбека поздравляем, молодец, он чемпион, доказал то, что он чемпион. 5-й раунд решил, я думаю, все. Да. Я И- тоже до 5-го раунда у меня был 2-2. на этом. Да, да. Ну, я считал. Я не знаю, Да, так и есть. 5-й раунд решил. Я так и посчитал. 2-2, и вот 5-й раунд решил. Я уже думал, если честно, я даже во время поединка смотрел, как бы чуть-чуть такой диссонанс был, я не мог понять, там, допустим, ну, понятно, что я болею за Нурбека, да, там, ну, как бы внутренне, но не могу это проявить, но при этом, при всем я вижу, что Нурбек не выигрывает. И я как бы встал, Сагындык Агаю подошел, говорю, Агай, вы как видите? Он говорит, 2-2. 2-2, как бы равный бой, но сейчас больше преимущества у Болгана. Я такой, ну, я говорю, ну все, типа. И я почему-то предполагал, что 5 раундов вот по такому же сценарию, как 4-й пройдет. 5-й хорошо, Нурбек, И молодец. тут он бум, переключил, вот, знаешь, как будто рубильник включили, все, давай газуй. Мгм. И он начал газовать, молодец. Специально, походу. Бадрудинов, что, Али? Мой Бад- Бадрудинов, Бад- что? Бадрудинов, ну знаешь, вообще нет вопросов к нему. Мне кажется, он 100% готов драться за титул. Да, с Дауреном, Даурен у нас подписал контракт с ACA. Все, мы освобождаем этот пояс. Пояс остается вакантным. Будет драться незавременный. С Нодиром Ахаджоновым. Ну, по крайней мере, мы объявили. Ну, Дир это с Узбекистана, да? Да, Да. Нодир Ахаджонов уже Семикратный на протяжении чемпион. сколько боев сделал? 4 или 5 Да, боев да. в Найзе провел. Ни один не 6-1 проиграл. или 7-1, семикратный Да, чемпион мира. конкуренция у Надира по сравнению с Али Батрудиновым, наверное, разная. Почему? Потому что у Батрудинова были такие имена, как Нургалин Нургаипола, был такой пацан с этого, как его, с Гран-при, который дрался в Хороший, финале. да. Муслим, да, Абдул-Халилов. очень сильный пацан, на него очень большие надежды возлагали. Вчера вот с Чечни парень хорошего тоже убрал, ну, как бы не до конца зарубился, но уже там по истории второй раунд был, Первый раунд. по истории первого раунда уже было понятно, что там кровавый. Пошел из носа. Ой, Из уха. Из уха. Да, и там главное, Стердаун был такой дерзкий, тот парень, знаешь, накатил на него, типа, завтра. Батрудинов мне понравился, молодец, хладнокровный, знаешь, тоже вот связано, наверное, с IQ, переключается быстро. Там, с ударки на борьбу, с борьбы на ударки очень хорошо переключается и как бы бой в свою сторону все-таки даже может там залежать, может аккуратно подсушить, но при этом при всем делает это очень элегантно, да? Да, Для вот ММА. по Али чё- Хладнокровный по такой. Али что хотел сказать, Миш, я прям вообще не хотел, чтобы с Дауреном был вообще Бой. какой-то бой, да, вот я вообще вот не хотел. Почему? Ну, мы с Дауреном хорошо общаемся, мы на сборах вместе были, я за него всегда болел. И, Ну, ну, мы тоже с тобой хорошо общаемся, ты мне бой предлагаешь с спорт, тобой да. подраться. Ну, Там же борьба не должна была? Ну да, даже у нас борьба. же что, грэплинг обычный, безобидный. И я вообще говорю, если бы дело к делу уже пришло бы, там уже ну, некуда деваться, то там, конечно же, да, Да. там уже
Даурен, там, это спорт, там, да. Даурен, спасибо, что себе подписал контракт. Я думаю, интересно будет. Да. Надир Ахаджонов, я думаю, для узбекской... Очень интересно. Надир Ахаджонов 5-кратный или там 10-кратный чемпион Узбекистана по национальной борьбе кураж. Кураж. Да. И, ну, как бы, он такой немногословный, но при этом, при всем, очень такой на слуху парень в Узбекистане. За него Достойные соперники друг друга, как раз. Да, два физика, два парня с борцовским прошлым, при этом очень голодные. Я думаю, что титул такой, мы обязательно сейчас взяли это в разработку. В октябре месяце, да, кажется, хотим. Один, что- один из общих друзей вот с Надиром мне говорит о том, то, что он типа передышит Али Батрудинова. Ну, В тот посмотрим. раз типа говорит, Поэтому что же бой трехраундовый интересный В посмотреть, да? трехраундовом бою типа Али показал свое карди, и Надир спокойно продышит, говорят его в 5-раундовом бою. Я могу с ним пари принять. Ну, На посмотрим. коня давай. Это же хорошо. Чем сильнее соперник, тем больше видна наша Не, я работа. просто, видите ли, я помимо матчмейкинга, я как пацан со всеми общаюсь, угораю. Вот, Не, ну Василий сейчас, Сидит, да, и сейчас все как, вот так на говорят. сегодняшний день какая ситуация? Он ничего не ответил же пока что, узбекский спортсмен. Он Ответил, пока ответил. что- Ответил, да? Да. Все, Ну, на согласился, узбекском, да? На узбекском. Нет, я имею в виду, ты же видел, Пока После- переводчика заказали. по- пока не знаю. после Батрудинова он сразу этот сторис вытащил. Потом, когда я мы сегодня уже ведем переговоры с ним. Пока что Так что, переговоры ведут, да. Ну, я надеюсь, что он согласится. Следующий поединок, вот как ты думаешь, давай у Миши спросим самого главного критика бойцов и боев в целом, Гасанов против Кульмагомедова. Против каната, да? Ну, если на бумаге говорить, очень сложно будет канату, потому что там Ну, уровень вчера борьбы... с Игеновым то же самое говорили. Что очень Я такого не говорил. Если что, уровень борьбы у Рамазана Гасанова, он лютейший, вот, и надо, конечно, все-таки канат себя намного лучше чувствует в стойке. Хоть он и показался Геновым, действительно, что может и переводить, но у него были ошибки, например, он там и на себя там когда-то может, просто Гасанов такой не прощает, мне кажется. Какую-то ошибку в партере, если Гасанов сверху сядет, то все. С ним вообще нельзя, мне кажется, бороться, вязаться, типа. Ты как думаешь, Жандарбек? Кстати, все мои друзья Сико, Даулет, Аслан, все говорят о том, что в Казахстане нету никого против Гасанова. Гасанова? Да, они говорят, это в Казахстане типа всех топов. Есть, ну, Уверен. на самом деле, мне кажется, есть, ну, именно по борьбе надо же смотреть. То есть у Гасанова он ММА, нам... по ММА. Да, я про борьбу в ММА. То есть Гасанов во всех боях показывает именно борьбу под ММА. Ударку он не показывает, показывает ground and pound и переводы. И из людей, которые, мне кажется, могут противостоять такому уровню борьбы, это Кичигин. Он 7-7, он хотел же титул в Найзе забрать. Он говорил, типа, дайте мне хороший контракт, я, типа, вашего чемпиона могу победить. Я знаю как. И именно по борьбе, мне кажется, что он может действительно дать какой-то отпор Рамазану Гасанову. Просто канат, он... Возле стены. Да, вот, он умеет реально подниматься очень хорошо. Мне Тёма про это 100 раз говорил, что прям он очень хорошо может бороться и защищаться от борьбы. Так что Может, Тему? Тёма, Он же ну, освободился от нет, он в IC будет драться. же. А, да? Шар в сентябре же Да. будет А, драться. да? В А, Алмате- здесь, в да? Алмате Соперник же уже, будет. да, здесь. Ну да. Ну, Кичигин, мне кажется, Кстати, Артем, по-моему, тоже с ним работал, с Рамазаном Гасановым, надо будет у него спросить. Он с ним Да? работал в Дагестане, да. они же у него в зале были, Мгм. да. Они же с Горца, да, по-моему? Да. Он приглашал нас. он с Следующая Горца. история это 57 килограмм. Как мы вообще хотим сделать? У нас есть незаконченная история между Урунтаевым и Еляманом Саясатовым. Сейчас, если этот бой разыграть как предтитульник, с той стороны есть китаец Ин Сен Джан. Джанг, Ин- короче. Ин- Джанг, давай сам Вы говорю. можете назвать Ин, его имя Ин. Ин Мгм. Джанг, короче. Ин Джанг, который подерется с азербайджанцем. Я уже знаю, как надо сделать афишу. Ага. Как, ну, символ инь-ян, на ин стоит ин, а на янь азербайджанец. Прикольно. И вот Ин это же белая сторона, да? Да. А тут что? Да. после этого, как определится два титула, уже два предтитульных бойцов, можем уже за титул запускать 57 килограмм. Если там Ермахан, допустим, там с Еляманом определяться, Еляман или там Ермахан, напротив здесь китайцы или азербайджанцы. Прикольно будет? Я как раз хотел, чтобы Ермахан 22 августа подрался, потому что мы в сентябре же планируем на сбор уехать. Но 22 августа. Жандарбек что-то говорит, 23 что... августа. Или 23 23 да. августа. Не, ну у него же, видишь, не просто поединок, у него сейчас предтитульник с Еляман, Да. история есть какая-то. Просто Елеман, когда выздоровеет, у него спина ж болит тоже. Поэтому я думал, и А что, Ну, Еляман? у него спина всегда болела. Она протрузия, она была всегда.
И когда он, по-моему, по-моему, это выступал. Ну, про все эти болячки, наверное, говорить не надо. Но смотри, я Удалите. Эдуард сейчас сразу писал книжечку. что говорю? Не, Молодец, Жан, да. Но План- я Жандарбек план какая-то- Интимный- спина. интимные подробности. Бить в спину кочергой. Нет, он же сказал, они же как перед боем же они все сказали, что у них крыжа, протрузия. Да, ничего лишнего хотя не да, сказал. Давай сказали. вот на днях поймем, если вдруг так получится, что У нас с Эдуардом Агаем разговор сегодня только утром был, Агай. Когда я вышел с собрания, Эдуард Агай мне написал: Жандарбек, а что если я Ермахана поставлю на 23 августа? А потом мы встретились до съемки, Агай сказал, он подрался 30 мая, чуть подождем, у нас вот такой вот план. Он сказал, Но хорошо. сейчас мы уже подумали, сейчас Нурбек Агай говорит, возможно. Просто он хорошо сейчас готов. Да. Потом просто на сборы Мы поедем. до Асу, съемок уже обсудили с ним. если... Асу отдыхает, пусть какой сбор, это Не, сбор. в сентябре же. В Бой? сентябре. Не, в сентябре первый этап хотим Да, пройти. надо отдохнуть. Если они на Катар метят, то это Катар. Вообще восстановительный сбор обязательно нужно делать. А вот Асу я всегда, вот он с бой пройдет, и он в следующий день в зал приходит. Эти колени у него, эти там болячки эти приходят в зал. Вот я ему хочу, отдохни, он все равно приходит. Не, отдыхать надо. Да, Нужно такое, тренируется. знаешь, как вот раньше такое понимание было, восстановительный сбор. Ты едешь на сбор, без разницы, в отель, all-inclusive, Турция, ну Мы такой также же. ездили в сборную России. Да, Восстановительный поехал, сбор у нас один раз в год Утром бывал. один раз делаешь зарядку, через день можно качку делать, через день. Турник кушает, пресс-кач. Я ничего не делал. Нет, как сказать, чтобы мышцы не сильно расслабились, там качку и игровой, там, да, там раз в неделю или там, может быть, 2 раза в неделю футбол, да, там, ну, чтобы не травмироваться. Вот такой сбор у нас. Сборная России всегда был один раз в год. Да, да. Оздоровительный сбор. Восстановительный, любимый оздоровительный сбор, да. Мой любимый сбор. Не, ну да, по приколу, я бы тоже на такой сбор поехал бы. Я бы Я тоже. Считай, да? Я Да. готов я стать тоже бойцом. готов. Давайте сделаем. Все смело. Кстати, куда поедем? мы же хотим Приезжаем. запустить проект, когда мы там всей толпой, скорее всего, там, когда этот сезон закончится, всей толпой там есть партнеры, бойцы какие-то определенные, типа наподобие маскота. Вот этот маскот или как? Камиль делает же с выездом в Турцию. Не, маскот это человек в костюме животного. Не-не, Маскот. у них как-то... Я понял, ты про турецких. Ну, я понял. Да. Наподобие этого хотим проект замутить. Так что вот, Если кто-то хочет да, меня если кто-то хочет с пригласить нами покормить, вместе, то я вместе В этот, поехать. В Октав уже есть Риксос туда. Давай, нет, Желательно. Смело. не, они готовы нас принять. За бесплатно Можно. смело. Не за бесплатно там. Тогда уже- Тренировать будут 5 раз в день. Я снимать буду. Всех туристов. Я снимать буду, как ты тренируешь. Можно поехать толпой, там, если получится, у каких-то там, ну, наших бойцов медийных забрать, актеров забрать. И такой тусу провести. Я могу разведку полететь. Ну, Он может тусоваться. Как? Таиланд. Он может тусоваться. Да, разведку в Таиланд. Пить может, да? Нет. Зачем? Не, он не пьет морковный сок только. И то перед сном. Витамин А. Вот. Ну, я понимаю, но это... Вы не- как-то Есть же. похудел. Ай, Есть же. каждый Да. день тренируюсь. Есть же песня «Мечты сбываются и не сбываются». Ну, если честно, Нурбек всегда мне говорит, поехали на рыбалку, отдохнем. Я часто езжу, форель жарю без него, он что-то не хочет со мной, не знаю, в горы идти. Кто говорит? Нурбек говорит, поехали на рыбалку, или Да. ты говоришь? Нет, ты мне говоришь, Нурбек, Ну поехали ты же на не рыбалку. зовешь же потом. Приглашает меня, потом сам уезжает, ничего не ловит. Надо Нет, же уметь надо. Ты же, когда едешь, ты же мне сказал же, заберу и что-то все время с кем-то. Каждое другим, воскресенье, с девчонками. каждое какими-то. воскресенье, в 5 утра. Тебя хоть приглашают. Меня даже не приглашают. Ты поедешь? Кстати, ты в курсе, что он не женат до сих пор? Ни разу не был. Как ни Был разу не же. был. Ты А, чё? был, да? Ты такую рекламу мне не делай хорошую, Да. чересчур. Был. И он мне сказал, что я тебе задам вопрос, когда ты женишься до эфира. А я ему сказал, что я тебе очень сильно удивлю, тебе хороший ответ тебе. Давай. Ответ. Спрашивай. Когда ты женишься? В субботу летом. Летом, да, главное. Остался месяц. И год. Не, в субботу летом. Каким летом, в какую Не, ну субботу? в этот год остался 1 месяц. Ну, Лето. Опять песня «Мечты сбываются». Надо Жандарбек же матчмейкер. Он может быть, и как- Вот Жандарбек. найти девушку-бойца. Не надо сообщения отвечать, ни звонки. Я ему сколько, чтобы не нашел этого, как его, партнера. А он что-то... Может, ему в этой сфере начать двигаться? Да, я тоже, говорю, что а? мне кажется, у него тоже Свах. контакты Давай есть. поженимся. Да не, он бы себе нашел, он про себя думает, себе я нашел. Это все вырежу, Жандарбек, говори. Да не. А нет. Ай. Ну что, какая еще тема у нас есть? Я знаю, что заметил. Миша раньше сильнее, жестче критиковал бойцов, да?
Просто ты сейчас, он же Он раньше мягче Дартима, стал. нет, Да, Дартим щас ты критиковал, же а сейчас ты сидишь и представитель Дартима сидишь, он реально боится. можешь Не, он стол мягче. перевернуть. Не, так мягче накинуть. стал. Из-за этого Не. Сула не пришел, видишь? Нет, Он знал, что ты придешь. ты просто Мне многого не кажется, знаешь. он просто Много, отцом стал, многое отцом стал, закат. и из-за Нет, этого он нет. более такой. Подобрел, Многое да? з- Да, Нет, нет, подобрел. неправда. Не, Многое БДС-5, за наверное, кадром купил. остается просто. Не, мы им вид раздобрел. Не, я, кстати, похудел, я же сам тренируюсь. Да, да, поэтому. да. Ну чё там? Ну что давай, такая? Жандарбек, расскажи, что нас ждет 23 августа на ADD арене. 23 августа, дорогие мои фанаты, На арене будет, да, турнир? дорогие фанаты Вот чётко. ММА. У меня будет нас сольный ждет- концерт. Хватит, братан. Так, просто я хочу на русском. На казахском сказать можно же, да? Конечно. Конечно, нужно. Спасибо большое. 23 август күні Алматыда өтетін жекпе-жекте бізде Жұма Жұмабеков, Мұхамеджан Курбанов, сонымен қатар Еділ Оразбекұлы, сонымен қатар осы алматылық мықты жас жауынгерлердің жекпе-жегі өтетін болады. Алла қаласа, осы аптада мен сіздерге картты шығарамын деген уәде берейін, қызық болсын. Шах тоже будет. Сондықтан күте тұрыңыздар. Шах же тоже будет. А зачем вы сказали? Я же специально не дал анонс. А, Ладно. да? Да, Что Шахзаде Мирзаев что будет. такое шах? Шах и мат, может, я имел в виду. Шахзаде Мирзаев будет еще выступать там же, да. Один из молодых А как вам проспектов. такая фиша? Можно на бой шаха сделать? Такая, как шахматное поле. Ну, это доска шахматная. И на одной клетке шах стоит, а на другого соперника. Да. Можно сделать. Шах сейчас сильно будет драться. У него соперник тоже сильный, 3-0. Да. С Кыргызстана. Ошский самый сильный же спортсмен. Оралбай тоже Да, Ошский, да, к да, примеру, да? Вот И у нас хорошая сейчас будет школа. хорошенький экзамен. 22 года и нашему сопернику. Хороший. По боксу тоже выступал. Я назову это шахматная партия. Я хочу, чтобы, Шахматная я хочу, чтобы, Нет, я, с этой я хочу, стороны чтобы это шах, С я этой хочу, стороны чтобы шах это постоянно атаковал. С другой стороны его соперник. Я хочу, чтобы он Месси постоянно Рональдо. атаковал шах, чтобы он доказал, что через год, через полтора он может до титула рассчитывать тоже 66 килограмм. Вот знаете в чем? Что мне интересно, кстати, когда я пришел только на эту работу, Ильдар Кудайбергенов дрался против Фаниля. И Да. тогда в это время у Ильдара был рекорд 4-0. Даже если не взять возраст, у него был рекорд 2:0. 4-0. А? 2-0 же. 4-0 же было против Фаниля. У него сейчас общий, у него 5-0 5-0. сейчас. Нет, после этого же он дрался же с этим. Серик ПМ дрался. Вот 5-0. И все же два боя же у него было. Фаниль Нет, тогда 4. 3-0, скажи. перед- тогда да. 3-0, да, Да, всё да. верно. Извиняюсь. Не 3-0. тебе, не тебе, Сейчас не- у Шах то же самое 3-0, да? Как вы думаете, как можно правильно задать вопрос? Если бы По он подрал- стилям или же по техническим данным? Если взять тот же самый Ильдар, в то время 3-0, не, возраст главное не возьмем, и Шах, у кого сейчас бой намного интереснее будет смотреть? Вот, Нурбека, вы же видели все это, Ну, для танца, видишь, нужно двое. Мгм. У Ильдара был соперником Фаниль. да, который у него еще 30 боев там Да, когда-то да, еще да. было. Ну, Фаниль уже там какое-то имя было на тот момент. То есть, Мгм. ну, не говоря о сегодняшнем дне, да. там. Тогда Фаниль уже был чемпионом, он уже там и в ACA дрался, где только не дрался. И хорошо зарекомендовался в последних там, ну, в поединках, которые у нас были, да. Естественно, там тот поединок, он более такой. И у Ильдара история была, он там более 8 лет в тюрьме отсидел, вышел. Мгм. И в погоне за мечтой там буквально там через 3 месяца начал тренироваться. И сразу там, я помню, первое наше знакомство, он приехал в этот Ахтау? в Ахтау, там, да, там бой, там, ну, ему бой нужен был. Он вышел там за секунду, что ли, там, ну, не знаю, там, за короткий период прям уронил своего соперника. Я когда на него посмотрел, там, думал, нифига себе, там, вот только вышел пацан. Потом через буквально 15 дней у него второй поединок был, Мгм. третий поединок у него был, не помню, Тоже в Ахтау, если не ошибаюсь. да, наверное, да. И не в Актау, уже не в Актау. Мы уже сюда приехали, Да? да. У него один поединок был в Актау, Мгм. один поединок был здесь. В Казахфильме тоже был с Фанилем. До Казахфильма вот это не был. Казахфильм, это А это 27-й. Казахстан гостиница. NFC 27. И самый первый турнир он здесь подрался, который в Алмате мы Ну, проводили. 27. Да, 20 год, декабрь. да, это вот у Индиго на этом базе был. Мгм. После он дрался уже, кажется, за титул. Мгм. Потом Сиркбай, Мгм. После этого завершил. а значит, он к нам 1-0 уже пришел. Потому что я его только 4 поединка помню. И Ильдар вот Шах, легенда. сейчас молодой парень, уже у него рекорд 3-0. Ну да, тут, знаешь, как бы истории разные. Истории разные, личности разные. И
сравнивать Шаха там с, тем более вес другой, да? Ну, 66 и 70. Да, там с Ильдаром, у Ильдара история была. Ну, тем не менее, Шах помоложе, Мгм. и времени больше у него, запаса, да? Чистый ММАшник же он с детства. У него никакого стиля нет. Я вот, ММА. вот это и говорю. Интересно в том, то, что вот сейчас 3-0, ему всего лишь, не знаю, 20-21, да? 20. 20. 21 Расим. Ты смотри, Уже ты 20. смотри, это 20 лет. наверное, 3-0. не очень сравнение, в том плане, что там, типа, у них рекорд одинаковый. Мгм. А если сравнивать, допустим, вот Ермахана Мгм. с Асу, Мгм. вот прикинь, Асу, Мгм. 25 лет, 26 лет. не, Он уже в М1 был. сколько этот Рекорд? боев? Да, рекорд. Ну, если не ошибаюсь, у него, наверное, сейчас 23. Не, сейчас-то 23, да, у Да, него. 23 На с тот чем-то. момент 23-3. Не, я не на тот момент говорю. Я говорю, что я когда разговаривал с Асу, Асу сам говорит, что когда у меня был рекорд там 3, там какой-то, да, мы вот так как Ермахан там на уровне там Ермахана не дрались, говорит, да, там, то есть у нас у них было, да. у них было что-то одностороннее. Да, вперед же ушло уже ММА Да. тоже. И сейчас смотри, он там 4, да, поединок или 5? Шестой будет. У него да, 5-0. да, 5-0. Ермахан. Да, него 5-0, и парни уже там умеют и бороться, 4 и было драться у нас, руками, один ногами, был и 4. грэплинг очень хороший. И вес гоняют Да. грамотно. там. И вес гоняют, и питание. как бы физику набирают. Ну, Я к тому, что говорю, прогрессирует, Ну, да. еще, я ж с чего начала, вот вы говорите, вот ты хвалишь, тебе деньги платят, вы-то шутите, да? Ну, А мне платят. не, мне платят, сейчас за это тоже будем говорить. Но площадка, в то время не было площадок, в то время не было таких условий. Как они дрались? Казино, 5 боев делаешь, тебе там в конце 5 тысяч тенге, 10 тысяч тенге дают там, да? Иногда там машину разыгрывали, да? А сейчас есть площадка, где тебя реально, ну, что будем, да, скрывать. Организация же тоже заинтересована, чтобы Ермахан, они ведут, вы ведете тоже как-то там, чтобы такие звезды появлялись, там, новые, там, молодые, да, чтобы дальше Ну, ведете как-то. в каком плане там? Ну, плане- бои даете, к примеру. Да, матчмейкер, Бои слово даете. ведете, это там, наверное, не Да. очень воспринято будет. В плане того, что бои дают, конкурентные, однозначно. Да, мы можем драться в год 3 раза, к примеру, да. Однозначно. Ну, я же имею, Если я будут я такие ведете бойцы, имею в виду за Если это. будут такие бойцы, которые будут драться 3 раза в год, как минимум, да? Блин, мы их прям любить будем. Ну вот наши пацаны будут драться 3 раза в год. Все наши ребята. Это прям хорошая история, когда за год можно человека. Да. Я там ведете сделать. имел в виду, что есть площадка, Да, есть, да. где можно проявить себя. А лет 10-15 назад таких площадок не было, и человек вынужден был там выступать по рукопашке только, или по панкратиону, или вот на таких казиношных турниров. Не было столько лиги, не было столько условий. А сейчас есть условия, но, как говорится, ребята сами ленятся, ребята сами там выбирают те спортсменов, там, этих. Пытаются денежку хорошую выиграть. Да, и при этом, при всем хотят еще хорошо заработать. Круто. Мне кажется, стоит тоже еще сказать, что еще один боец, который у нас дрался в UFC, сейчас дебютирует, это Тайлак. Да. Он будет драться на Ну, турнире это в Шанхае интересно, как да. раз. Давай поработаю над твоим этим акцентом. И ты Тайлах. что-то не правильно говорил. Тайлак скажи. Еще раз скажу. Скажи х. Не, скажи х. Тайлак. Не, х скажи. К. Х. К. Х. К. Да он говорит Не, подожди. Х. К. Не, х. х. Не Да. к, а вот к в х переходит. Х. Нет, х с твердым Как знаком. француз, скажи хотя бы. Там же без «р». Х. надо Он как-то- говорит же Тайлак. Ну Тайлак. подожди ты, елки-палки. А, нормально, Тайлак. нормально, говори. Нормально. Скажи. Тайлак. Так, вообще, знаешь, сейчас просто отмотают назад это видео, вы говорили Даурен оба. Поэтому... Даурен. Кто говорил? И ты, и Эдуард. Не, я не мог Даурен говорить. Я слышал всё. Так что Нет, я давай. просто хочу, знаешь, для чего? Чтобы ты прям хорошо выговорил это слово. Тайлак. Хотя бы это Тайлак. слово. Не, х. Тайлак. Тайлак. Мы, мне кажется, чуть остановились на этом месте. У него бой в Шанхае. Он специально х не говорит уже, он раньше говорил. Ты же до этого говорил, что он говорил. Да, я Говорю, слышал. Все нормально. Бой в Шанхае, и интересная история, потому что мы пытались же долго его вернуть, но он, правда, интересный боец, что для там азиатского рынка, поэтому, собственно, UFC его к себе притянули. Правильно? Молодцы. Ну, у него такой план был. Единственное, наверное, сколько он боев провел после Найзы? 2, по-моему. 3, Если кажется, не да? ошибаюсь, 2 боя. Один бой в Урумчи подрался против русского Да, Карпикина. да. Карпикина же Ермахан тоже выиграл. там дрался как Да. раз. Потом второй бой, если не ошибаюсь, в Макао подрался.
Да, потому что Ну, было запланировано много боев. после Дугласа я не видел ни один конкурентный поединок, все такие были. И даже когда мы на него выходили там с предложением, Против Гасанова. да, он был то ли не готов, то ли что-то болел, и вот так было. Может быть, тоже, условно, менеджмент понимал, что им сейчас надо там, условно, 2 победы легкие, и уже потом... Ну, с UFC Гасановым, можно конечно, будет. не получилось бы. Досрочно. Ну да, легкая точно победа бы не получилась, если вообще победа. Да. Я не уверен, что победа даже была. Я бы, помню, потому когда что- Талака подписывал, кстати, у него фотка такая была. Какая? Вот, как он очень молодой, он молодо выглядел. И все мне говорили, что за ребенка, почему ты его подписал? И потом сейчас вот после боя Пума его, наверное, в Казахстане все знают. Да. И сейчас еще в UFC. Хорошая появляется. такая, знаешь, как бы для него медийная история получилась. Да, Ну и Казахстане, да, еще репутационная в плане там рейтингов и так далее. Но в целом хорошо прям узнали о нем. Интересно будет посмотреть на него. И что интересно, когда мы вот с китайскими партнерами в Китае общались, и у нас же вот этот Дуйон ничего не включается, и когда мы там сидели, смотрели, очень много китайских блогеров, оказывается, именно этот поединок его обсуждало. Ну, мы вот хронологию смотрели, историю, прям на китайском поговорят, прям про Тайлаха, там, меня упоминают, Найзу упоминают, ну, короче, прям интересно. Ну, он Пуму, да, ярко-то побил. Что дальше? Еще тоже чуть возвращаясь назад, надо, наверное, упомянуть, что, во-первых, Жасик подрался на OA Warriors, я тоже там был вживую. Да, вот это все прям быстро прошло. Там да? было 2 Сколько турнира боев, подряд да, OA было? Warriors, да. Сломал, Да, он сломал руку в первом раунде, очень конкурентный бой был, причем на его бой пришел Ислам Махачев. Вот, и там прям тоже он прям с интересом смотрел, к Исламу постоянно, я просто такой репортажик снимал оттуда, к Исламу постоянно все подходили фоткаться, ну, он прям звезда же, ну, не только в ОАЕ, а вообще в принципе. И к нему все постоянно шейхи там подходят фоткаться, а он хотел все Жасика бой посмотреть, там было забавно. Вот как он из-за спин смотрел. Потом Магомед Кабардиев подрался, победил, одержал победу вот, спустя 2 года. У него же там травмы были, поражения. С кем дрался Магомед? С украинским бойцом. Да, хороший боец, тоже он в Таиланде живет. Да, Мгм. да. Они вместе Да, еще, они это Тайгеры спарринговались, вместе работали, они в одном И что, зале. как выиграл? Решение. Решение. Трехраундовый бой. Тот гонялся за ним, он хотел нокаутировать, я его смотрел, прям право прямую, прям жестко заряжался. Ну, у них такие 2 тайца, короче, встретились. Да. А в этот Магомед Кабардиев в своем стиле вторым номером хорошо Да? работал. И контрудар На контратаках, хорошо, да. да, контратаки. Магомед Можно хорошо сказать, что он работал. вернулся, да, такой? Ну, не, он знаешь как, он вот так, как бы себя, как фривольно себя так вел, так не танцевал, короче. Как раньше, Но удар хороший показал, ну, без танцев, без всего. Мне кажется, это был важный бой для Да, его да, конечно, карьеры. много Если важный. честно, я посмотрел на Хороший него боец, после да. боя, он такой стоял, такой, думал, блин, хорошо, что я типа выиграл после долгого времени, когда, Да, можно да, это, сказать. вот такие моменты хорошие, они возвращают на, как бы, этот, победный На настрой. рельс. Потом еще из команды Бигзата и Азата Да. парень подрался, его зовут Абай Абай Жалал. Жалал. Мгм. Вот. Шалау. Он же с Салашпрайда, если не ошибаюсь, да, обожал Нет, там? по-моему, Нет. с Октагона. С Октагона? Да. Не А, слышал. это У него 9-0 был рекорд. Вот. Не 6? По-моему, 9-0. А он как проиграл? Я не смотрел. Решением судей, но Да. там тоже такой жесткий бой. Он к третьему раунду, ну, как первый раунд он что-то отдал, потом уже типа стал себя проходить. Он в первом Хороший раунде бой нокдаун, был, да. там против него был, короче, этот... Чернокожий боец. Да, африканец, и он Сенегальский, прям по-моему. такой огромный накачанный был. Базара нет. А я даже это не успел посмотреть. Вот. Ну, я думаю, все обсудили, прикольно. Да. Ну, не, мы на самом деле много чего не обсудили. Это тоже, а то, знаешь, что нас ругать будут в комментариях. Мы много чего не обсудили, потому что у нас чуть есть ограничение по времени, но через неделю к вам вернемся. Пленка заканчивается. Да, у нас с остальными. Мы не обсудили, например, был PFL, сейчас финалы случились. Мгм. $500 тысяч разыграли. Мавлид Хайбулаев, вот возрастной боец команды Хабиба Нурмагомедова, 26-0 у него рекорд. Вот давай у зрителей спросим, вам вообще интересен ПФЛ? Говорите о нем или нет? Пишите в комментариях. В будущем. UFC, который в этом Ну, UFC тоже -то был, понятно. в эти Что выходные. что такое вообще? Не, ну, я просто один раз, кажется, задавал вопрос и говорили, не надо обсуждать что-то такое. Ну, Да в сколько смысле, людей, столько мнений будет, неинтересно. знаешь. В как итоге напишешь. Беллатор ПФЛ покупила, да? все уже забрали. Так они что все. зрители ПФЛ это... Я думаю, что в Беллатор любом случае практически. только один из нас ты смотрел UFC последний. Не тот, кто Диасу дрался, а после него Да, еще да, да, UFC да. был. Ну, давай вкратце такой дайджест. Да вкратце там были, они сделали так, у них же есть 3 разных, 2 бонуса, у них есть перформанс of the night, типа Да. выступление вечера, это если ты просто себя ярко показал, и есть бой вечера, это когда просто 2 бойца получают по 50к. Да. А в этот раз приняли решение 2 боя сделать бой вечера, потому что очень 2 было конкурентных боя,
Чтобы Вот. 4 получили бабки. Да, и получается 4 бойца получили По в полтиннику. сумме там 200к. Нормально. Да, вот тут прикольная просто история, что они в этот раз сделали так, что они могут изменять чуть свои правила, чтобы бойцов... Я вот в этот момент хочу подключиться. Часто же говорят про бонусы. Вообще механизм поощрения, ну, то есть выплат бойцам, он происходит таким образом, что боец в основном, в целом, боец подписывает контракт на оговоренную сумму, то есть она в любом случае платится, если он вес сгоняет. И вторая сумма за победу. То есть, если там, ну, грубо, там, $1000 за участие, $1000 за победу. Потом дополнительно бойцы еще бонус просят. Ну, иногда бывает. Имеют на это право, по крайней мере, да, там. Но с чего формируется бонус? Он же формируется там, с покупок, продаж билетов, продаж трансляций. Я вот хочу наших фанатов сподвигнуть на то, чтобы все вы видели, ну, по крайней мере, многие из вас видели, как появилось приложение, называется Найза ТВ в App Store и в Play Market. Обязательно закачивайте. Но помимо того, что вы его закачиваете, подписывайтесь. Есть такое понятие, подписка 200 тенге в месяц. И она, если там в сумме там, вас будет там 200-300 тысяч человек, которые там ежемесячно по 200 тенге в месяц платят, у бойцов будут расти суммы, и эта лига, и вообще дело это будет развиваться. Так что обязательно подписывайтесь. Вот. И тоже ученик Александр Шлеменко, Андрей Пуляев нокаутом победил по корпусу. Ну, забил там соперник, тоже прикольный был, победа. UFC, да? Да, в UFC. Вот. Из интересного, наверное, это стоило проговорить. Тайра тоже хорошо. Да, Без да, 10-0, задушил. да. Ну, у него там вот то, 10-0 что... был. Тайрон что? Тайр, вот, Тайра, о чем мы вначале говорили. Ну, у него там поменялось, реально, соперники менялись. Ну, Ну, да. сейчас Альбазиш. Альбазиш должен был быть. Да, должен был подраться. Альбазиш Кстати, хороший, вот я кстати. бы с Альбазиасу хотел посмотреть. Ну там, Вполне реально. когда в целом. десятке уже там, с любым интересно. Не, он же где-то в тройке, в четверке стоит, да? По-моему, в пятерке он Альбази, Мгм. по-любому в пятерке. Вот с ним будет прикольно. Альбази не совсем такой, как сказать, интересный боец, который прям за ним прям пипец Ну, интересный. боец. мощный. Я его знаешь, Жалгасан же он дрался. где? В UFC. Да. Не, я его знаю вообще почему, потому что мы на одних соревнованиях с ним выступали в 2012 По грэпплингу или? году. Да. Ну, в то время Панкратион, типа. грэпплинг, панкратион, все вместе же было. До этого ММА назывался, потом панкратион, грэпплинг. И вот он в грэпплинге тогда чемпионом стал. Он нашего ахтовского одного борца выиграл. Там за выход в финал или за полуфинал выход. Тогда борьба была. И я тогда посмотрел на него, и он там оттуда он поднялся, молодец, там ушел. В эти выходные еще, ну это просто как, то, что мы сегодня не будем обсуждать, но чтобы знали те, кто нас смотрит, был и Райзен, Иван опять был. То есть было Кстати, опять 4 почему или 5. Харшан не Старшегасный, подрался? Я не знаю, кстати, я хотел тебя Спина, спросить. по-моему, его болела. Да, же. должен был травма, подраться, да? но он должен был даже не на этом, а, по-моему, недели 2 назад он должен был подраться, и да, действительно, бой его отменился. Вот, там тоже очень всякие интересные изменения сейчас в Райзене. Вот. Там стали, кстати, отстранять бойцов за допинг чаще. Отстранить? Да, и там вот сейчас вернулся боец, он в тяжелом весе выступал, Бен Тайнан, и там забавное изменение, он когда до того, кого поймали, реально был таким огромным качком, сейчас пошел с пузом, короче, ну прям там сильно стали следить за этим делом. Там и выборочно же проиграл. берут, да? Походу, да, но сейчас вообще, вот, кстати, с допингом, тоже в Topology заметил такую историю, задним числом кого-то 2 года назад бои аннулировать стали. Они же могут 10 лет Да, брать. и прям ЮСАДА пишут, типа, отменено ЮСАДой. Вот про это новости нигде нету, а просто Да. такой смотришь, ну, я помню же какие-то рекорды у бойцов. Смотрю, откуда у него новое поражение. Захожу и смотрю, там отматываю назад, и у него написано, типа, ЮСАДА там отменила решение этого боя. и засчитала Смотри, поражение. Миша, а вот, к примеру, если боец проиграл, да, и у кому он проиграл, у того нашли допинг, тогда поражение тому записывают? или По-разному как? делают. Не, могут просто несостоявшиеся сделать. Бывают несостоявшие, но чаще всего, да, поражение типа делают тому, кто выиграл. Но вот недавно был Не, случай. о профессионалах, наверное, не делают. Делают. Делают? Делают. А вот недавно был случай жесткий, ну как жесткий, не буду называть фамилию бойцов, чтобы не обижался никто, но знакомый мне боец, он победил, потом у него взяли допинг-тест, и нашли у него, короче, запрещенные препараты в крови. Мгм. Но прикол в чем? У его соперника тоже нашли. У него первого нашли. У него первый нашли, но сделали no contest как раз им в бою. То есть Мгм. отменили решение вообще поединка. Но в другой ситуации, вот когда только одного бойца поймали, который выиграл, ему поражение записали. Ну, смотря как, наверное. Если удушением там или... Он досрочно выиграл. Ему поражение в итоге записали. Прикольно. И прям пишут, типа, ну, поединок, типа, вот,
Изменен, да? Да, измененное решение. Вот у Мавлида Хайбулая, по-моему, тоже такая история была, что он потерпел поражение, но ему убрали поражение из-за того, что соперника поймали на запрещенных препаратах. По-моему, у него было. Либо у Хизриева. Мавлида Не Хайбулаева, у да? Хизриева. По-моему, у него было, да, я могу ошибаться. Но вроде у него так было, что у соперника, короче, поймали на допинге. У нас первый раз не брали сейчас на UFC допинг, ВАСУ первый раз не брали. ВАСУ? Да, не брали. Ну, А уже привыкли, наверное. к нему приезжают же всегда домой тоже там. В год там 5-6 раз приезжают. Никогда не приезжали, да? Приезжают. Не, последний бой не приезжали. Не пришли. У этого у Итакера взяли. Там он тоже в нашей раздевалке был. У нас нет. Ну да, они выборочно тоже. Вот UFC Муслим сейчас делают. Салихов тоже с нами в раздевалке был. Не, да, на самом деле смотрят, там по форме же понятно. АСУ вообще почти не гоняет же много, может из-за этого, не знаю. Да, да. Они статистику, может, ведут. Я слышу, что у них именно случайный какой-то. Ну, есть и подозрения, кому они их часто проверяют. Там, кстати, с 50 сдаешь тестов, тебе куртку дарят. Куртку? UFC, да. Шавкату майку, по-моему, подарили 28 или 29 А, да? сдал. Может быть. А за 50 тебе ему- куртку прям дарят классную такую от, ну, типа, от USADA? UFC. Ну, сейчас уже они не с USADA работают, с другой фирмой. Какую куртку? Не- Какую куртку, Ту, Миша? ту самую. Нет, ту самую, в аэропорту, которая потерялась. Просто этот есть история. Это на какой-то следующий подкаст. Это у Фанили украли куртку. Это UFC. долгая история, Миш. Да. Это очень Интересно. долго. Шавкат он подарил, у него украли. UFC куртку вообще, которую на номерных турнирах дают. Вообще такой ни у кого Вегас. нет. У нас был такой... Взяли, украли. У нас есть братишка один, ну, как тоже вместе с нами тренировался. И часто мы с ним в Европу ездили на соревнования, там, в Америку. И всегда, когда мы ему что-то поручали, там, допустим, вот, смотри, Майло Берег, Майлбаев Берег Парванов, который в Америке сейчас, Да, да. не потеряй вот это, да, и железно это означало, что он потеряет много вещей потерял. Ну, с фанилем несправедливо поступили, скажу, Миш. А кто Ну, забрал? в следующий раз, Мы не знаем, это там расследование целое. там, в следующий раз, Расскажем, когда да. уже более все прояснится сейчас. Там Друзья, же если вам детективы, интересно, детективы интересна работают. судьба куртки Фанилия, Вообще куртка пишите. Шавката. По-моему, Шавкат А, ему куртка подарил Шавката? куртку. UFC Этой куртки ни у кого Шавката, нет. В самое. Алмате точно ни у кого Да, такой куртки эта нет. куртка одна на Казахстан, наверное, вообще, да? такая? Может, И даже на СНГ. я Это тебе чисто за скажу. номерные турниры дают UFC-шникам. И то не всем. Шавкат подарил Фанилю, и у Фанили кто-то украл, Фаниль подарил охраннику. и мы ищем этого человека. если вам что-то известно про эту куртку, Пишите в в этот комментариях. злополучный день в Абу-Даби, Не, Не. какой Абу-Даби? А Это же в этом было, ж, в Караганде. в Караганде. Где в Караганде? Ну, если он ее оденет, мы его увидим. Фото куртки выставим. Если вы увидите в Караганде такого парня с этой курткой, нам сообщите. От пожалуйста. Фаниля взгрев. Да. 100%. В Караганде, блин, Я уверен, после этого подкаста, минут Найдётся. через 20 она найдется. Я тоже думаю. Да, друзья, не забывайте, кроме... Вы, наверное, подумали, куда нам писать по поводу куртки Шавката. Пишите в любые наши соцсети. Это и наш YouTube-канал. Можете написать в комментариях под этим видео. Мы пытаемся каждую неделю, если мы не в разъездах, вот как было в прошлый понедельник, записывать для вас на SDI подкаст, выкладывать там бои и много чего другого интересного. Кроме этого, у нас есть TikTok, где у нас развлекательный контент, прямые трансляции. Заходите туда тоже, подписывайтесь. Есть Instagram, где у нас анонсы свежих боев, просто новости из жизни нашей компании. Есть наше приложение Найза ТВ. Не забывайте его скачивать. В App Store есть в Play Market. Не знаю, есть ли какая-то еще другая, третья операционная система, но если бы она была бы, то там бы тоже был бы Найза ТВ. Собственно, спасибо, что нас смотрели. Постараемся в следующий понедельник тоже вас обрадовать обзором свежих новостей. Всем пока.